8 казанских начинающих музыкантов стали стипендиатами фонда «Новые имена», который возглавляет Денис Мацуев. Их фамилии прозвучали на специальном концерте юных лауреатов во время проведения фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Сегодня фонд включает в себя свыше 15 тысяч российских талантов и свыше 5 тысяч стипендиатов. Теперь у новоиспеченных стипендиатов из Казани должна начаться другая жизнь. Это и мастер-классы, творческие смены, и помощь в реализации своего мастерства на самых различных уровнях. Детали в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Прослушивание у педагогов из Москвы, демонстрация своих возможностей и начало нового творческого пути. Кто-то начинал именно с первых шагов. Теперь из первых стипендиатов и лауреатов фонда выросли настоящие звезды. В свое время были открыты миру и скрипачка Алена Баева, танцовщик Николай Цискоридзе, баянист Айдар Гайнуллин или пианист Рэм Урасин. Эти и не только звездные имена были открыты благодаря первому президенту фонда «Новые имена» Ивете Вороновой, тонко и очень четко чувствующей вкус и стиль. И, разумеется, дар того или иного юного музыканта. Теперь президент фонда Денис Мацуев, когда-то открытый Вороновой. Она увидела его в Иркутске и любила называть киской. Для меня одно из условий, если так можно сказать, любого моего проведения какого-либо фестиваля – это отбор новых имен, которые проводят знаменитые и очень известные профессора Московской консерватории, которые приехали сюда, которые уже проводят свои мастер-классы. По сути, у юных казанцев, или, как теперь говорят, о счастливой восьмерке, а это двое пианистов, двое скрипачей, два флейтиста, один виолончелист и кларнетист в возрасте от 11 до 16 лет, может начаться отсчет вхождения в большую практику. В музыкальном сообществе статус новоименцев уже имеет нарицательное значение. Теперь нашим землякам придется доказывать свою профессиональную пригодность на международном уровне. Для Казани это может казаться естественным. Наш город гордится пианистической школой, вокальной, скрипичной. Дабы азы, заложенные еще первой музыкальной школой, дали свои всходы. Список громких имен только увеличивается. Для меня концерт – это большое открытие. Это не то, что конкурс. Именно тут показываешь себя, свою индивидуальность, свой инструмент. А вот у шестиклассника Ивана Лазебного занятие музыкой – это продолжение профессионального обучения и практики, заложенной еще в семье. Надо разрабатывать дыхание, постановку флейты, аппликатуру и очень многое. Посоветовали флейту тети с дядей. У меня они музыканты, работают в госоркестре Сладковского. Вот сказали, что флейта был бы неплохой вариант. Поиски талантов продолжатся и на следующем фестивале, организованном Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского и топового музыканта и общественного деятеля Дениса Мацуева. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».